Всем привет! Меня зовут Апрасимова Елизавета. Я работаю фитнес-инструктором. Не было такого, что я именно шла к этому пути. Я вообще сама по образованию врач. Я закончила медицинский институт. И как-то все так получилось, что я начала заниматься в этой сфере. Я на экзамене, получается, когда мы сдавали госэкзамен в конце учебного года интернатуры, я вышла в комиссии и сказала, что я врачом не буду. Прямо как в фильмах. И все, после этого я уже начала полностью заниматься именно фитнесом. Меня вообще к профессии врача подтолкнули мои родители. От меня ожидали очень многого. То, что я стану, может, кандидатом наук, то, что я стану хорошим доктором. И поэтому, когда я решила уйти, я маме не стала говорить то, что я вообще полностью решила уйти. Я сказала, что я вернусь в следующем году и продолжу свою учебу. Я сказала, что это на время. Я полностью вообще не осознавала. Я думала, если что, я всегда могу вернуться все-таки. И все, я как-то ничего не боялась, просто ушла и все. Я всегда страдала от лишнего веса. У меня было, наверное, килограмм 25 или 30 лишнего веса. И я начала бегать просто. Я, например, бегала на стадионе Тюльмада. Там были только эти, которые бегают спортсмены. Они все были такие, в таких крутых формах, когда мне показалось. Все такие худые. Я одна была такая. И я подумала, просто если я буду стесняться вообще бегать, там что-то делать, я могу остаться такой на всю жизнь, поэтому я как-то решила перебороть это все и начала просто заниматься собой. Я где-то потратила, наверное, год, даже больше 1,5 года. Я скинула 25 килограмм. Но у меня тренера никого не было, я просто сама, потому что были и срывы, потом обратно, поэтому и долго было все это. Уже потом люди стали ко мне сами обращаться, спрашивать. Сначала подруги, знакомые. И так набралось очень много людей, что мне пришлось открыть свой зал. Получается, они меня подтолкнули, потому что если бы не они, я бы не стала так рисковать. Меня подталкивают мои подписчики, они мне пишут, они меня постоянно зовут к себе. Я ездила в Татту, Чурапчу, и там тоже с мая или с июня должны тоже открыться. У меня, наверное, больше женщина, которая работает, чем женщина-мама. Мне хотелось бы как-то сделать равновесие, потому что я считаю, что я сейчас упускаю очень многое. То, что у меня сын уже растет, ему в этом году уже 9 лет будет. Поэтому я сейчас у меня работают тренера, я больше хочу времени уделять своему сыну. Потому что даже буквально сегодня я уехала, он спал. И так у нас почти каждый день проходит. Он у меня очень самостоятельный, с 4 лет уже сам привык все делать. Я не скажу, что я идеальная мама, как мне хотелось бы быть, но мне достаточно того, что когда я прихожу домой, мне сын говорит, что я самая лучшая мама, несмотря ни на что. Поэтому я считаю, что главное то, что некоторые отправляют родителям, когда детей своих. Я же с самого рождения его воспитывала сама, поэтому я думаю, что это ему очень важно. Чего я хочу достигнуть? Я думаю, что я особо не люблю планировать, конечно, потому что когда человек чего-то прям очень сильно хочет, это обычно не получается. Поэтому я просто все пускаю на самотек, и оно само собой получается, чему я очень рада. У разных людей, конечно, по-разному, но у меня так. Сейчас тоже начали подруги, мои знакомые тоже спрашивать вообще, чем заняться, какое дело открыть. Я всегда говорю, что человек должен заниматься тем, что ему нравится. Просто человек не может преуспеть в том, что он не умеет, и ему это если не нравится. Поэтому я всегда говорю, что надо найти сначала то, что человеку очень прям нравится, и то, что он будет делать от души.